В эфире новости. В студии работает Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Алданские доноры готовы прийти на помощь даже в период карантина и изоляции. Как работает станция переливания крови. Сегодня на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге пройдет техническая закладка секции атомного ледокола «Якутия». Прямое включение с места события. Почти 4000 бюджетных мест выделили в СВФУ в этом году. – 88 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Якутии за минувшие сутки. Об этом сегодня сообщил глава региона Айсыл Николаев в ходе брифинга по эпидситуации. Больше всего заболевших по Якутии в столице региона – это 67 человек. Индекс самоизоляции в Якутске 2,3. Это значит, что на улице по-прежнему очень много людей. 9 новых случаев выявили в Намском районе, 7 в Алданском, 3 в Мегино-Кангаласском районе и по одному случаю в Мирном и Вилюйском районах. За весь период в Якутии официально зарегистрировано 1445 случаев коронавируса. 594 человека полностью выздоровели, 7 человек скончались. Ко мне поступает много жалоб со стороны горожан на недостаточную хорошую работу торговых учреждений, где не соблюдается со стороны продавцов масочный режим, перчаточный режим, особенности на рынках. Мною дано поручение на оперативном штабе расследования такие проводить. Мы также и разговаривали с прокурором республики о мерах прокурорского реагирования, которые в таких случаях тоже необходимы. Уверен, что органы Роспотребнадзора в случае наличия таких жалоб будут принимать самые жесткие меры, вплоть до закрытия таких учреждений на определенный период, для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в городе Якутске и у нас в республике. Почему количество заболевших COVID-19 продолжает расти, особенно в Якутске, разбирались наши корреспонденты. В первую очередь прирост числа заболевших касается столицы региона. В настоящее время в Якутске ежесуточно отмечают рост в среднем сразу на 50-100 человек. Всплеск заболеваемости связан с потеплением, после которого на улицах стало заметно оживленнее. Вместе с тем сложившаяся ситуация обнажила огрехи в работе городского оперативного штаба по работе с противодействием коронавирусной инфекции. Увеличение количества контактов, а также недостаточная обработка общественных пространств дают свои печальные плоды. И понятно, что пока по городу Якутску мы ситуацию не стабилизируем, говорить о снятии ограничений в целом по республике не приходится. И, к сожалению, мы сегодня видим, что легкие послабления, которые были сделаны по просьбе руководства города, в части и одиночных прогулок, занятий спортом, в части открытия городского парка, из-за того, что многие горожане не соблюдают ни социальную дистанцию, ни масочный режим, они начинают приводить и к негативным последствиям. Напомним, ранее глава республики объявил об усилении ограничительных мер в Якутске. Теперь в магазины не должны допускать покупателей без масок. Кроме этого, в помещении магазина на одного человека должно приходиться не менее 4 квадратных метров пространства. Остальные покупатели должны ждать своей очереди на улице, опять же, на расстоянии друг от друга. Усиление мер касается и общественного транспорта. Ведется инструктаж среди водителей наших, чтобы в автобус, заходя человек без маски в автобус, вежливо просил его выходить с автобуса, либо он не будет с остановки трогаться. Если же будут какие-то конфликты возникать, будут вызывать полицию. Сегодня индекс самоизоляции в Якутске остановился на отметке 1,7. По пятибалльной шкале это означает, что на улице очень много людей. Поэтому усиливается и контроль над соблюдением мер со стороны органов внутренних дел. Даже просто выйдя на улицу, можно увидеть большое количество праздно разгуливающих горожан. На вопросы об отсутствии масок ответы у всех разные. Однако объединяет людей уверенность, что вирус их коснуться не может. Эта маска не защищает. Маска полезна только для тех, кто болен коронавирусом. Бесполезна. Она полезна только тем, кто болеет. Понимаете, на улице маски не нужны. На улице вирусы не распространяются. Я отдыхаю сегодня. На камеру не надо снимать. А почему без Не маски? потому.
Безответственность и халатное отношение к обеспечению безопасности со стороны городского оперштаба аукнулись мгновенно. Как результат – резкий скачок заболеваемости. Отметим, что снятие режима самоизоляции будет зависеть от эпидситуации, которая продолжает оставаться напряженной. Сегодня вирус может быть на каждом шагу, особенно в общественных местах. Сергей Михедов, Владимир Павлов, Джулстан Иннокентьев и Илья Сыромятников. Якутск. В районах республики, где растет число заболевших COVID-19, разворачивают дополнительные коечные места. Об этом сообщила руководитель оперативного штаба по противодействию коронавирусу Ольга Балабкина. Она также рассказала, что количество заболевших студентов Северо-Восточного федерального университета уменьшается. Многих выписывают из обсерватора под индивидуальную ответственность ректора СВФУ. Чем быстрее мы с вами все вместе поборем этот вирус, тем нам будет легче и быстрее мы освободим и почистим все наши помещения. Как училище Олимпийского резерва, общежития, в котором мы сейчас до вечера сегодня должны полностью, открыть койки, так и общежитие студенческого городка Северо-Восточного федерального университета. Говоря о ситуации в Северо-Восточном федеральном университете, необходимо обратить внимание, что непосредственно на настоящий момент мы уже выписываем детей, которые были студентами и заболели ковидом, количество их уменьшается. Удалось, в общем, совместными усилиями локализовать эту ситуацию. Переходим к другим темам. В период карантина и изоляции готовность отдавать свою кровь во спасение у алданских доноров не снизилась. За апрель и май отделением переливания были заготовлены среднемесячные объемы крови и ее компонентов. Между тем, сейчас с донорами медики работают по вновь введенным правилам и ограничениям. Подробности в сюжете Татьяны Вахниной. Руку во спасение ближнего Александр Торопов протягивает не в первый раз. Александр – донор. Кровь сдает каждые 3-4 месяца. Сейчас мужчина вновь готов оказать кому-то помощь. Особой подготовки к операции Александру не требуется. Чувствует он себя прекрасно и после донации. Я являюсь штатным донором. По приглашению пришел сдать кровь. Давно сдаете? Да, уже давно сдаю. В экстренных случаях кровь и ее компоненты нередко требуются пациентам отделений интенсивной терапии, хирургии и травматологии, а также детям и роженицам. В период карантина и изоляции отделение трансфузиологии Алданской ЦРБ работает в прежнем режиме, соблюдая дополнительные требования и ограничения. Масочный режим, обработка рук доноров, термометрия обязательная, эпидемический анамнез, контакты выясняем. В режиме повышенной готовности дезинфекции уделяется особое внимание. По-иному осуществляется и взаимодействие с донорами. Сейчас очереди в операционную нет. На станцию переливания каждый донор приглашается в определенное время. Сложности имели место в период карантина. Закрылись дороги между поселками и Алданом, Куранах, Ленинский. А в Куранахе у нас очень большое количество доноров. И приходилось иногда даже посылать скорую помощь. В период карантина и режима изоляции банк крови пополняют в основном так называемые штатные доноры – люди, сдающие кровь регулярно. Впрочем, некоторые ограничения все же имеют место. Все равно ограничительные меры соблюдаются. Доноры свыше 60+, немножко пока отстранены от донорства. Несмотря на соблюдение вновь введенных правил и требований, медработники отмечают, что весной 2020-го активность доноров и готовность помогать не снизилась. Крови заготавливается достаточное количество. Допустим, за апрель у нас было 58 доноров, за май 49, несмотря на карантин и самоизоляцию. В среднем ежегодно в отделении переливания и трансфузиологии Алданской ЦРБ производится более 500 донаций. Медработники отмечают возрастающую популярность донорства. Объем сданной крови в организме восстанавливается в течение нескольких недель, и спустя пару месяцев человек вновь может стать донором. Татьяна Вахнина, Алдан.
Стала известна величина прожиточного минимума в Якутии. Она составила 17 567 рублей. Величина для трудоспособного населения – 18 579 рублей. Для пенсионеров чуть больше 14 тысяч. Для детей – 18 383 рубля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в целом величина прожиточного минимума за первый квартал этого года увеличилась на 3,7%. Сегодня на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге пройдет техническая закладка секции атомного ледокола «Якутия». Сейчас на месте события работает наш корреспондент Айсена Бурнашова. Она выходит на прямую связь со студией. Айсена, здравствуй. Расскажи, что сейчас у вас происходит. Добрый день, Анастасия. Я рада приветствовать вас. Да, действительно, сегодня мы находимся в Санкт-Петербурге и находимся на Балтийском заводе, где сегодня в торжественной обстановке пройдет техническая закладка секции ледокола «Якутия». Стоит, конечно, отметить, что погода в Санкт-Петербурге просто потрясающая. Светит солнце, очень тепло. Это большая редкость для города на Неве. И, конечно, такая солнечная погода еще больше настраивает на такую праздничную атмосферу. Если говорить о самой закладке, она пройдет буквально через пару минут. Сейчас вы можете наблюдать за моей спиной такую импровизированную сцену, где стоят представители Росатома, Атомфлота. Росатом – это заказчик ледокола «Якутия», и, конечно, представитель Республики Саха-Якутия при президенте России Андрей Федотов. И что касается мероприятия, оно заходит в таком полузакрытом виде. Все-таки ограничения коронавируса действуют до сих пор, и здесь не так много народу, как хотелось бы. Далее, если мы говорим о самом ледоколе, технические характеристики у ледокола потрясающие. Он станет одним из крупных в мире. И Якутия – это третий ледокол серийного проекта 22220. Всего таких атомоходов 4. Первый головной – это «Арктика». Он будет представлен заказчику уже в этом году. Два остальных – это «Сибирь» и «Урал». Они сейчас достраиваются прямо здесь, на Балтийском заводе. И также вскоре будут переданы заказчику. И четвертый атомоход – это, конечно, «Якутия». Почему было выбрано такое название? Я думаю, многие уже слышали о том, что есть традиция у Росатома давать имена и нарекать такие большие крупные суда в честь тех регионов, которые прилегают к Северному морскому пути. И в этот раз было выбрано именно такое название «Якутия». Спуск ледокола «Якутия» запланирован на 2022 год, а передача заказчику состоится в 2024 году. Заказчик «Росатом». Пока у меня такая информация, и, собственно, я продолжаю находиться здесь, на Балтийском заводе, буду держать вас в курсе. И хочется также отметить, что сегодня Балтийскому заводу исполнилось 164 года со дня основания. Здесь работают свыше 6 тысяч сотрудников. Это строители, которые возводят атомный флот нашей страны. И среди этих 6 тысяч строителей очень приятно и радостно знать, что также находятся и наши якутяне. Это два слесаря-монтажника. И в следующем сюжете мы бы хотели подробнее рассказать о них и об их работе здесь, на Балтийском заводе. Монтаж труб и креплений, обработка соединений, пригонка деталей и узлов. Работа у слесарей-монтажников на заводе не из легких. Но Михаилу и Артему, двум друзьям из Якутии, такая работа по душе. Я родом с города Мирного, приехал сюда по вызову моего друга. Они работали в Мирном, трудились в алмазной сокровищнице. Теперь также вместе уже в Петербурге строят атомные ледоколы. Михаил Оконешников работает на Балтийском заводе уже 3-й год. Артем Савов чуть меньше. За плечами у слесарей-монтажников строительство головного атомного ледокола «Арктика», самого крупного и мощного судна в мире. Знаем каждое помещение, весь Все наизусть. родной, так сказать, на руках. Сейчас якутяне задействованы и в строительстве 2 серийных атомных ледоколов «Сибири» и «Урала». Их также строят на Балтийском заводе. Впереди ребят ждет Якутия.
Честно говоря, я пришел на работу, и на следующий день приходит Артем, и он прочитал информацию, что будет называться Якутия. Ну, сначала я не поверил, а потом я прочитал в соцсети, что действительно. И для нас это будет большая честь его строить. Якутия все-таки наша родная, поэтому будем строить с большой радостью. Название новому ледоколу выбирали согласно традиции Росатомфлота, когда морские суда именуют в честь регионов, примыкающих к Северному морскому пути. Заказчиком строительства выступает Атомфлот, предприятие госкорпорации «Росатом». Спуск запланирован на ноябрь 2022 года. Физпуск реакторной установки в июле 2024 года, а передача заказчика в декабре 2024 года. Ходовые испытания ледокола «Якутия» будут проходить на Балтийском море, а ледовые испытания будут проходить в морях Арктики. Уникальность ледоколов серии 22-220 в эффективности. Они могут работать как в устьях сибирских рек, так и на трассах Северного морского пути. Льды Якутии не помеха. Скорость хода составит 22 узла. Длина 173 метра, ширина 34. Это будущее ледокольного флота. И это будущее сейчас строят на Балтийском заводе. Да, я тоже буду продолжать работать. Мне нравится строить корабли. Я думаю, что в дальнейшем мы будем также строить не только Сибирь, Урал и Якутия, но и будем в дальнейшем принимать участие дальше в судостроении. Айсена Бурнашова, Виктор Олисов, Санкт-Петербург. Я напомню, что на торжественной церемонии технической закладки секции атомного ледокола «Якутия» на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге работала наш корреспондент Айсена Бурнашова. Мы продолжаем наш выпуск. Почти 4000 бюджетных мест выделили в СВФУ в этом году. Это на 12% больше по сравнению с прошлым годом. Для бакалавриата и специалитета выделили больше всего мест – 2772. А по наибольшему количеству бюджетных мест среди учебных подразделений вуза лидирует медицинский институт, у которого 404 места за счет федерального финансирования. У Института математики и информатики 220 бюджетных мест, Институту естественных наук выделено 328 мест. Сегодня День российского предпринимателя. Указ о введении этого праздника в стране подписал президент России Владимир Путин еще в 2007 году. С тех пор представители бизнеса отмечают его ежегодно. Впрочем, в нынешнем году ситуация с распространением коронавирусной инфекции крайне негативно отразилась именно на бизнесе по всей стране. Однако есть и такие, кто не опустил руки. Сергей Михедов продолжит. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Бренд якутской национальной посуды «Камелек» оказался среди многих зажатых тисками ограничений. Однако, закрыв магазины, компания вскоре вернулась к производству. В поисках новых возможностей руководители плотно занялись и онлайн-работой. Развили сайт, раскрутили аккаунты в соцсетях. Теперь бренд «Камелек» знают далеко за пределами родной Якутии. Нам заказывают из Чехии, из Болгарии, из Америки даже был заказ. Любая ситуация и любые обстоятельства человека только укрепляют, как духовно, так и физически, да. И я всегда своим сотрудникам говорю не унывать, а идти вперед, извлекать из данной ситуации только полезное. За 14 лет успешной работы на рынке они стали одним из передовых ресторанов столицы региона. Мусхая – это словосочетание у большинства горожан ассоциируется с изысканными блюдами якутской национальной кухни. В ресторане и банкетном зале трудились примерно 50 человек. С началом пандемии деятельность ресторана приостановили. Проведя месяц в условиях ограничений, в Мусхая выход нашли и открыли собственное производство. Мы продаем где-то порядка 17-18 различных полуфабрикатов. Это из жеребятины, из говядины, из оленины, пельмени, то есть различные субнаборы. То есть тот народ, которых мы отправили в отпуска, да, неоплачиваемо, дали шанс заработать людям. По данным Министерства предпринимательства, на 10 мая в Якутии числятся более 40 тысяч предпринимателей, а трудятся в этих компаниях почти 90 тысяч человек. Не секрет, что ограничения, связанные с COVID-19, сильно ударили по бизнесу региона. Грантовая поддержка, озвученная президентом страны, выплачивается предпринимателям.
Из числа пострадавших сфер подано свыше 6,5 тысяч заявок, что по оценочным данным составляет свыше 70% всех пострадавших предпринимателей, зарегистрированных у нас в Республике Саха-Якутия. Указом главы определены 7 основных субсидий, которые выплачиваются пострадавшим предпринимателям уже по региональному списку. Он намного шире, чем федеральный. Таким образом, представители малого и среднего бизнеса встречают свой профессиональный праздник не в самом лучшем положении. Большинство, правда, ожидают или уже получают финансовую поддержку от властей. А есть и такие, кто, напротив, помогает общему делу – борьбе с коронавирусом. Глава региона сегодня подписал указ о присуждении государственной награды «Гражданская доблесть» целому ряду якутских компаний. Сергей Михедов, Илья Сыромятников, Якутск. Завтра на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха» в 15:00 смотрите ежегодный доклад главы Якутии об итогах деятельности исполнительных органов государственной власти, в том числе по вопросам, поставленным парламентом. К этой минуте у меня пока вся информация. Еще больше новостей на наших официальных сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. Оставайтесь с нами, берегите себя и не переключайтесь.